Следующая тема – сузык һәм тартык авазлар. Гласные и согласные звуки. Сузык авазлар, гласные звуки. 35-нче күнегү. Ижекләрне укы һәм сүзләр төзеп яз. Прочитай слоги и составь слова. Бала, ребенок. Мәктәп, школа. Китап, книга. Дәфтәр, тетрадь. Өстәл, стол. Дәрес, урок. Шуларның берсе белән җөмлә уйлап яз. Запиши, придумав предложение с одним из них. Мәктәптә укучылар укыйлар. В школе ученики учатся. Следующее задание. 36-нче күнегү. Сүзләрне ижекләп укы. Прочитай слова по слогам. Шәһәр, район, трамвай, машина, светофор. Все слова взяты из русского языка, кроме слова шәһәр, город. Бу сүзләрдәге беренче авазларны әйткәндә һава агымы тоткарлыкка очрыймы? Когда произносим первые звуки в этих словах, поток воздуха встречается с препятствием. Произносим звук «ш». Препятствием являются наши зубы. «Р». Препятствием является наш язык. «Т». Препятствием является наш язык и зубы. «М». Препятствием являются наши губы. «С». Препятствием являются зубы и язык. Для чего нам нужно это знать? Прочитаем правила. Авазлар ике төркемгә бүленә. Сузык авазлар һәм тартык авазлар. Звуки делятся на две группы. Гласные звуки и согласные звуки. Сузык авазлар көчле итеп сузыбрак әйтелә. Гласные звуки произносятся сильно, протяжно. Тартык авазларны әйткәндә һава агымы каршылыкларга очрый. Когда произносим согласные звуки, поток воздуха встречается с преградами. Это означает, что гласные звуки не встречают на своем пути ни одной преграды. И давайте попробуем на примере. Произнесем звук «а». Поток воздуха не встречается ни с губами, ни с зубами, ни с языком. Далее. О, у, и. Получается, все они считаются гласными звуками. Кое-что еще нам нужно понять, вернувшись к 35-му упражнению. Когда мы слова делили на слоги, мы видели то, что в одном слоге определенное количество букв, в другом другое количество. Давайте посмотрим. Б – это согласная, А – это гласная, Л – согласная, А – гласная, М – это согласная, гласная, К – согласная. Мы видим то, что два согласных и одна гласная, а здесь одна гласная, одна согласная. Почему так? Мы с вами должны запомнить, что в каждом слоге обязательно должна быть гласная, и одна должна быть лишь одна. То есть, получается, в одном слоге не может быть двух гласных. Это нужно запомнить и передать ученикам, детям, потому что для них очень сложная эта тема разделения слов на слоги. Согласных может быть больше, чем один, может быть два согласных, может быть три даже. Поэтому мы, когда делим слова на слоги, смотрим на количество гласных. Если в слове, например, три гласных, раз, два, три, в слове шуларның, получается, слово состоит из трех слогов. Если в слове два гласных, значит, слово состоит из двух слогов. 37-нче күнегү. Сәнгатьле итеп укы. Прочитай выразительно. Сузык авазларны әйтеп чык. Произнеси все гласные звуки. Бишек җыры. Әлли-бәлли итәр бу. Йокыларга китәр бу. Бәү-бәү итеп күз йомып,
Изреп кіне кетер бу. Переводим. Колыбельная. Баю-баюшки баю, и заснет скоро наш малыш. Баю-баюшки, и глаза закрыв, сладко-сладко заснет наш малыш. Бу – это он или она, то есть моя малышка или мой малыш. Выполняем задание. Нужно произнести гласные звуки. Мы их подчеркнем. И, и, у, о, а, и, у, и, у, о, и, у. Вот мы их подчеркнули. Текст на күшіріп яз. Перепиши этот текст в свою тетрадь. Сузық ауаз харфлярының астынасыз. Подчеркни буквы, в которых есть гласные звуки. Мы их подчеркнули. 38-ші күнегу. Бірінші юлдағы сөзлерні икенче юлдағы сөзлер белән чагыштырып оқып кара. Попробуй прочитать, сравнивая слова с первой строчки со словами со второй строчки. Кайсы юлдагылары калын, кайсылары нечкә әйтелә. Из какой строчки произносится твердо, с какой мягко. Вот первая строчка, читаем. Бокша, корлыган, кыяр, суган. Сад, смородина, огурец, лук. Мы видим, что и гласные, и согласные некоторые произносятся твердо. Чтобы сравнить, прочитаем слова со второй строчки. Жилек, кебесте, кишер, беренге. Произносится мягко. Ягода, капуста, морковь, картофель. Нечкә әйтелешле сүзләрне бер баганага, калын әйтелешлеләрен икенче баганага күчереп яз. Запиши слова с мягким произношением в один столбик, с твердым произношением во второй столбик. Получается, слова с мягким произношением — это вот слова со второй строчки пишем в один столбик, и слова из первой строчки пишем в другой столбик. По 4 слова получается. Сузыкларның астынасыз. Подчеркни гласное. Далее читаем. Какими бывают гласные в татарском языке? Они бывают твердыми и мягкими. К твердым гласным относятся А, О, У, Нечкә сузык авазлар — это уже с мягким произношением гласные. У, И. Для того, чтобы лучше понять данную тему, предлагаю вам посмотреть видео, ссылку оставлю внизу, о том, как отличить твердые звуки от мягких звуков. А также там будет информация о таких гласных, как Е, Ю и Я, которые считаются хамелеонами. Они могут быть и твердыми, и мягкими. И я бы хотела отметить важность данной темы в последующем изучении татарского языка. Почему? Потому что все суффиксы и окончания, которые есть в татарском языке, все они делятся на две группы, на твердые и мягкие. Если мы не знаем слово, какое твердое или мягкое, мы не сможем определить, какое окончание добавить. Твердость и мягкость слова в татарском языке зависят от гласных. Нужно лишь запомнить, какие гласные будут твердыми, какие гласные являются мягкими. Если слово имеет твердые гласные, значит слово с твердым произношением. Если слово имеет мягкие гласные, значит слово с мягким произношением. Но если слово имеет и твердые, и мягкие гласные, то тогда обязательно нужно смотреть, какая гласная будет в последнем слоге. Как, например, в слове «китаб». Смотрим, и это мягкая гласная, а это твердая гласная. Какое тогда окончание добавляем? Смотрим на последний слог. Последний слог у нас таб. Там твердая гласная а, поэтому и окончание добавляется твердое лар. Например. 39-ші күнегу.
Ука, прочитай. Бу кайсы вакыт? Какое это время? Боз һәм кар эреде, сулар йөгерде, йыгылап елгалар, яшьләр түгелде. Көннәр озая, төннәр кыскара. Бу кайсы вакыт? Әйтеп кара. Стихотворение загадка. Давайте переводим. Лед и снег растаяли, воды побежали, потекли, реки заплакали, слезы потекли. Дни становятся длиннее, ночи укорачиваются. Это какое время? Ну-ка, попробуй сказать. Давайте-ка скажем с вами, когда лед и снег тает, это у нас весна, правильно, яз. Задание выполняем. Калын әйтелешле сүзләрне күчереп яз. Запиши слова, которые произносятся твердо. Давайте мы с вами их просто подчеркнем и разберем каждое слово. Посмотрим слово «бу». Это с твердым произношением или с мягким. Как определить? Смотрим на гласную. Это буква «у». И давайте с вами смотрим «и», «а», «у» и «о». Это у нас твердые гласные, поэтому слова с этими гласными произносятся твердо. Получается, подчеркиваем, «а» и «и». Слова с твердым произношением подходят. «Вакыт», «а» и «и» также твердые гласные. «Боз» твердое гласное, «о» подходит. Следующее слово «хэм» мягкое гласное, нам это слово не подходит. Следующее «кар», «а» это твердое гласное. «Эреде». Все три буквы в этом слове «эреде» произносятся одинаково. Вот таким вот звуком. «Эреде». Мягкое гласное, поэтому это не подходит нам. «Сулар», буквы «у» и «а» это твердые гласные, поэтому подходит. «Йөгерде», «э» и «э» они мягкие, поэтому это слово тоже мягкое, нам не подходит. «Йыглап», «е» буква хамелеон, может быть и твердым, и мягким. Как мы определяем, твердое оно или мягкое? Смотрим на остальные звуки. Это у нас «а», значит слово твердое, так как есть «а», подходит. Следующее слово «елгалар» также «е» и «а». Мы рассматриваем только лишь гласные, потому что от гласных зависит твердость и мягкость слова. Дальше. «Ешлер». Здесь у нас «я» это тоже хамелеон. Почему хамелеон? Потому что он может быть и твердым, и мягким. «Я». «Ешлер». Смотрим, есть мягкий знак, во-первых. Потом есть буква «э». Это мягкое гласное. «Ешлер». Получается, «я» превращается в мягкий звук в этом случае. Поэтому нам это слово не подходит. Далее идем. «Түгелде». «у» и «э». Они мягкие, поэтому слово тоже мягко нам не подходит. «Көннер». «э» и «э» они мягкие, не подходят. «Озая». «о», «а» и «я». «Төннер». Мягкие буквы, звуки «э» и «э» они мягкие, не подходят. «Кыскара». «ы», «а», «а» не твердые, подходят. «Бу» твердые, «у». «Кайсы», «а» и «ы» твердые. «Вакыт», «а», «ы» тоже твердые. «Е» мягко получается, «е» нам не подходит. Дальше «эйтеп» это у нас «э» и «э» они мягкие, нам не подходят. «Кора», «а» и «а» они твердые, нам подходят. Мы с вами подчеркнули слова с твердым произношением. Вот они подчеркнуты. Ученики это запишут. «Нинди сузык аваз булган сүзләр нишке әйтелә». Слова, в которых есть какой гласный звук, произносятся мягко. Мягко произносятся те слова, в которых есть мягкое гласное. Шигырдәге шул сүзләрне укып күрсәт. Прочитай эти слова, которые есть в стихотворении. Это те, которые мы не подчеркнули. Это слово «хэм», «эреде», это звуки. «Йөгерде» это звуки и «э». «Яшьләр» мягкое слово. «Түгелде», «көннәр», «төннәр», «е», «әйтеп». Вот эти слова читаются мягко.
Кырыгынчы күнегү. 40-е упражнение. Ука. Табышмакларның җавабын тап. Прочитай, найди ответы на загадки. Җир астында алтын казык. Под землей золотой колышек. Это морковь. Кишер. Запишем. Җир астында җиз бүкен, ул ни икән? Под землей медный обрубок. Обрубок, что это такое? Кусок дерева. Что это такое, интересно? Это картофель. Бәрәңге. Записываем. Җир өстендә ак мамык. На поверхности земли белый пух. Это кор. Җавапларны дәфтәреңә яз. Запиши в тетрадь эти ответы. Сузык аваз хәрефләре астына сыз. Подчеркни буквы, в которых есть гласные звуки. Это у нас и, и, а. Нинди сузыклар юк. Каких гласных нет? Мы знаем, что у нас гласные даны вот в этом списке. Мы использовали и, о. И остались неиспользованными о. Мы их запишем сейчас. У, у. Шуларны язып кой и запиши их. Вот мы их записали. Тортык авазлар. Согласные звуки. 41-ші күнегү. Сүзләрне күчереп яз. Торта, корта, сола, тола, дола, бола, туз, боз, сос, коз. Тянет. Название внутреннего органа. Кладет, устает, степь, ребенок. Соль, лед, грязь, гусь. Бер сүзне икенче сүздән айыручы хәрефләрнең астына сыз. Т и К, С и Т, Д и Б, Т и Б, С и К. Сүзләрдә еш кабатланган сузыкларны әйт. Назови гласные, которые часто повторяются в этих словах. Во всех словах практически повторяется одна и та же гласная А. Лишь в двух словах есть гласная О, а все остальные буквы получаются согласными. Тортык авазлар. Согласные звуки. Б, В, я бы еще добавила В. Во всех татарских словах буква В читается В. В читается только в заимствованных из русского языка словах. Г, Г, Д, Ж, Ж, З, кыскай, К, К, Л, М, Н, Ң, П, Р, С, Т, Ф, Х, Х, Ц, Щ, Ш, Щ. Обращаю внимание на звук Щ. Хоть и пишется буква Ч в татарских словах, произносится как мягкий вариант буквы Щ. Например, в слове щей. Мы не говорим чей, мы говорим щей. А в заимствованных из русского языка словах Ч читается так же звонко, как и в русском языке. Например, в слове почта. 42-ші күнегү. Күп нокталар урынына тиешле хәрефләрне куеп яз. Запиши, вставив соответствующие буквы вместо троеточий. Дәрес, урок, гүмбә, гриб, 9, 9, гүл җимеш, шиповник, тавык, курица, күмәч, хлеб, вакыт, время, гүлчәчәк, роза. Беренче юлдагы сүзләргә нинди аваз хәрефләре куярга кирәк? Буквы с какими звуками нужно вставить в слова на первой строчке? Мы поставили согласные звуки Д, Г, Г и Ж. А икенче юлда ничек? А во второй строчке как? Во второй строчке также согласные звуки Т, К, Q и Щ. Ул хәрефләр белдергән авазлар ничек әйтелә? Как произносятся звуки, которые выражены данными буквами? Они произносятся по-разному. В первой строчке произносится звонко Д, Г, Г, Ж, а во второй строчке глухо Т, К, Q, Щ. Сүзләрне ижекләп укып кара. Попробуй прочитать слова по слогам. Дәрес, гүмбә,
гыз, гүл, җимеш. Тавык, күмәч, вакыт, гүл, чәчәк. Икенче юлдагы бер сүз белән җөмлә төзе. Составь предложение с одним словом из второй строчки. Составляем со словом гүлчәчәк. Әбиемнең бакчасында бик матур гүлчәчәк үсә. В саду у бабушки растет очень красивая роза. 43-нче күнегү. Рәсемдәге предмет исемнәрен дәфтәреңә яз. Нинди яңа сүз килеп чыкты? Әйтеп күрсәт. Запиши в свою тетрадь название предметов, изображенных на рисунке. Какое новое слово образовалось? Произнеси. Выполняем задание. Калина – балан. Бабочка – күбәләк. Яблоко – алма. Рябина – миләш. Капуста – кәбестә. У нас образовалось новое слово бүлмә. Комната. Шул сүздәге тартык авазларны әйтеп кара. Попробуй произнести согласные звуки в этом слове. В этом слове 3 согласных звука. Б, Л, М. Алар нинди тартыклар? Это какие согласные? Они звонкие согласные. Ничек әйтеләләр? Как произносится? Звонко. Килеп чыккан яңа сүз белән берәр җөмлә төзеп яз. Запиши, составив одно предложение с новым образовавшимся словом. Безнең фатирда 3 бүлмә бар. Балалар бүлмәсе, йокы бүлмәсе һәм кунаклар бүлмәсе. В нашей квартире есть 3 комнаты. Детская комната, спальная и зал. Әйтелеш үзенчәлекләре буенча тартык авазлар яңгырау һәм саңгырау тартыкларга бүленәләр. По особенностям произношения согласные звуки подразделяются на звонкие и глухие согласные. Яңгырау тартыклар. Звонкие согласные. Б, В, В, Г, Г, Д, Ж, Ж, З. Кыскай. Л, М, Н, Ң, Р. Саңгырау тартыклар. Глухие согласные. К, К, П, С, Т, Ф, Х, Х, Ц, Щ, Ш, Щ. 44-нче күнегү. Сүзләрдәге бер тартык аваз хәрефен алыштырып, яңа сүзләр яса. Составь новые слова, заменив одну букву с согласным звуком в этих словах. Первое слово «кор». Вместо «к» ставим другие согласные. Кор – это снег, бор – есть, зор – горе или жалоба, пор – пар, тор – тесный, шор – шар. Следующее слово вместо «л» – ол – возьми или розовый, оз – мало, ой – луна, он – сознание, ор – уставай или устань, ок – белый, ос – низ, от – лошадь, ох – междометие, ощ – открой, ош – суп. Следующее слово ок, белый, вместо к ставим другие согласные, но это будет одинаково. Такое же слово мы только что разобрали. Вот они слова. Дальше боз, воз, в словосочетании воз кищу отказаться, газ, заимствованный из русского языка, ноз, ласка, коз, гусь, соз, грязь. И мы слово боз не перевели, это погреб. Следующее слово тор. Вместо «р» будем использовать другие согласные. Той – жеребенок, тол – ива, том – капай, тон – рассвет, тор – тесный, ток. В математике это нечетное число, токсан. И если возьмем словосочетание «седев ток», пришей пуговицу. Топ – найди или пятно, тош – камень. Если вы нашли больше слов, напишите, пожалуйста, в комментариях. Шуларны дәфтәреңә яз, запиши их в тетрадь. Алыштырган хәрефләр астына сыз. Подчеркни замещенные буквы. Подчеркиваем. Подводим итог. Мы
Узнали, что гласные в татарском языке делятся на две группы, на твердые и мягкие гласные, а согласные делятся также на две группы, на звонкие и глухие согласные.